Так, здравствуйте, друзья. Вот в Бишкеке у нас сейчас похолодало. Фух. И мы решили поехать в Токтогул, как и обещали вам, на электричке. Поедем на данной модели Юань Плюс 520 запас хода. Покажем минусовой, сколько она реально будет ездить. Смотрите дальше. Так, кому интересно, сколько нужно ждать на зарядке электромобиля, все эти быстрые зарядки, можете посмотреть. Около 40 минут. И потратил я около 360 сомов. Это 400 с чем-то рублей, наверное, выйдет. И этого заряда мне достаточно проехаться до Токтогула. Соответственно, я решил сейчас остановить. Дальше мне не нужно заряжать его. Так, остановить зарядку. Решил выехать в Токтогул. Вот я зарядил автомобиль до 85%. Можете посмотреть. Также вот километраж поставил на 0 километров. На данный момент мы находимся на окраине Бишкека, авторынок. Отсюда будем ехать в сторону Токтогула и будем вам показывать суровые реалии в минусовой температуре, как электромобиль себя покажет. Все, поехали. Друзья, в общем, мы сейчас были в рыболовном магазине, закупились все, что нужно. Так, не забываем писать комментарии, куда мне еще протестировать электромобиль. Так у меня будет больше повода поехать на рыбалку. Пишите. Чтобы почаще выезжать на рыбалку, пожалуйста, пишите в комментарии, чтобы я протестировал электромобиль. Так у меня будет больше причин выехать из дома. Поехать сразу на рыбалку. Спасибо вам, пишите. Хотели протестировать электромобиль на рыбалке. Мы можем ли пользоваться чайником, чтобы попить чай. И у нас на данный момент нету переходника. Мы купили удлинитель, но такой удлинитель не подходит. Соответственно, мы сейчас ищем вилку и на этом потратили около часа. Сейчас не можем найти. Как найдем, покажем вам выпуск с чайником. Все, друзья, проехали Сосновский поворот. Сейчас здесь затяжной подъем. Здесь можете зафиксировать. Посмотри. 72% осталось. Но около 1,5 часа мы потратили только для поиска, для удлинителя. Головка там европейская, нам нужна китайская, в общем. Сейчас покажем, что да как. Сезимдерди долгоп азгырдың беле кызыгып көңүл бөлсөң мага жаңылдым деме менен сүйгөн тагдырым сенде сүйдүрүп тузагыңа саласың түшүнбөй сыздатып гана ойдо жок койгон талабың күчүдөй беле көзүндөгүдөй не болдум сенсиз күндөрүм эми гана туйласың гана сен неге сүйгөн жанды табышмагыңа көзүңдө нурда себеле сенин сүйүң мага келеле колдормаша дайым экөөбүз жүрүлүчү жаным эртеле
жанга бир жок дегенде жолукпастан алыс сендеге сүйдүрүп тузагыңа саласың түшүнбөй. Электромобиль, как вы знаете, на подъем потребляет много энергии. Можете посмотреть на табло. Около 29 киловатт часов расход идет на сотню на подъем. Видишь, разгон на сотню. Еще и подъем. Давай вот здесь покажем. Медленно. А, мужики, смотрите, вот цим. Режим до сотни. Подъем. К сожалению, не хватило. На подъем Юань Плюс показывает 52%. 52 киловатта расхода на сотню. Но мы не экономили, как вы сами видели. Мы пытались до сотни разогнаться на подъем, до 80. Можете потом посмотреть в секундах. Бир аз эшик суук, бирок жүрөктө жылуу. Турамын кар үстүндө мен музыка угуп. Элдерди карасам баары шашылат, карысы да жашы да, жана тайгаланган машина. Бул кыш мезгил Африкада күтпөгөн. Жылмаюуну алыстатып кабактарды бүркөгөн. Карапайым калкты кыйнап бул бараны жүктөгөн. Музга айлантып айлананы көрүнгөнсүз бүтпөгөн. Аны көзгө алба, ота кайгыга салбайт. Ишембиге даярданып досторуң менен камдан. Салтка калган көнүгү, лыжа менен өнүгү. Аппак болуп жердин бети кыштын сыйкыр бөлүгү. Келсин жанып бүтпөгөн, жарып жүктөгөн. Друзья, вот сзади на бензиновой уже заколебал, он хочет обогнать нас. Ну, как вы знаете, здесь дорога опасная. Соответственно, я со скоростью 50 поднимаюсь, но не дает покоя, сигналит, хочет обогнать. Даю ему время, как бы приостанавливаю, он не сможет обогнать, да? Соответственно, мы вот едем сейчас, он за мной. Ну, разгоняться я не собираюсь, для меня самому важнее, да? А, вот он, кстати, вот обгоняет. Вот где-то 50 мы едем, его не устраивает то, что скоростью 50. Ну, максимум, что он сейчас сделал, это просто нас подрезал. Здесь гололед лютый, вы сами видите, зеленый весь. Зато мы его на прямой дороге обгоним. Но нам не надо что-то доказывать. Что здесь нам что-то доказывать, что... Друзья, думаю, на электромобиле что-либо вам не нужно доказывать, поскольку любой ДВС, она просто так обгонит. Просто здесь гололед весь, соответственно, включили зимний режим и едем, подъем потихоньку. Серпантин очень резкий. Друзья, в общем, спустились с гор. У нас осталось 36%. Сейчас будем самый сложный путь еще у нас предстоит. Мы должны проехать. Там минус 15. И мы забыли двух амбалов. На всякий случай, если вдруг мы останемся без электричества, нам нужны толковые ребята, которые помогут нам толкнуть машину. Которые должны были нас толкать, поэтому лучше мы зарядимся тут и поедем дальше. Друзья, в общем, мы на зарядной станции. Здесь встретили владельца Honda MNV. Нам пришлось помочь владелице открыть вот этот лючок для зарядки, поскольку здесь он полностью ледяной стал и она не открывалась. Вот такие есть минусы электричек. У данной модели у нас нету, поскольку, видите, здесь обтекаемость, и в принципе я ни разу не встречал, чтобы вот эта часть она замерзала.
Вот Honda Mendy, вот это есть. Решение для этого WD-40, наверное, подойдет, поскольку побрызгать внутреннюю часть, чтобы она не замерзала. Думаю, одно из хороших решений. Зарядился до 87%. Выехал с зарядной станции и потратил около 25 минут. Едем. Сейчас самый крупный перевал будем объезжать. Здесь минут 10, минут 20 доходит. Ну, будем для вас снимать дальше. Друзья, в этой машине, если нет интернета, можно также поиграть на струнах. Спустились, проехали поворот Талас. Сейчас Алабель, спускаемся. Как вы видите, погода здесь нестабильная, очень холодно. Минус 10 показывает на данный момент. Жүрген адам эми мен эмес келет сага ак сүйүү билсен ал күнгө Шаришь в этой теме, брат. На примете трактор қарасылып қойылды теле. А что ты потой не поехал? Типа, когда поехали на рыбалку, но не доехали, да? Так, тихо, тихо, вот здесь направо, да. Короче, брат, здесь два есть выезда. Мы заехали. Езжай. Землю не Направо. Все. Посмотри, да я? И там еще такой же поворот будет. Такой же поворот? Такой же подъем будет. А, вот направо не заедем, налево, брат, налево. И быстрее топи. Понял, да? Чуть-чуть, да? Осталось. Сейчас, кто?
Даже я буксую тут. Опа. Ты же сказал то, что шаришь в этой теме. Сказал, что ты шаришь в этой теме, ты, бля. Откройся по желанию, если хотите. Давай. Нет, тут нормально. Мне кажется, ты на балку просто попал. На балку, да? А так булджак нормально. Тяжелый. КамАЗ есть? Да. Төтөлүү аркадан. Так легче будет, да. Отырасыз алдыға біз ақай көзетіп. Ну вот. То так газмен вот так играет, вот так. Вот. Он сам играется, не? Друзья, итог дня. В общем, хотели заехать на рыбалку, а этот шарящий показал не ту дорогу. И мы не доехали до этой рыбалки. Но мы на карте отметим, куда мы собирались. Можете посмотреть. Сейчас выедем в город и уже дадим полный оффроуд отчет, сколько вышло на данной машине. Сейчас можете посмотреть, 53%. Поехали. То есть остаток 53%. Так. Брат, клюет. Подсекай. Все, друзья. Не удалась у нас рыбалка, в общем. Едем обратно домой. 7 часов вечера. В общем, может, посмотрим, может, где-нибудь другие заезды будут. Но там по бездорожью наш электромобиль не справится. Жалко. Но ехать нужно. В общем, друзья, мы завершили свою поездку. Приехали с Бишкека, поехали в Тохтоульское водохранилище. Не доехав 100 метров, нам пришлось развернуться, приехать в Тохтоул, зарядиться. И сейчас поедем в Бишкек. Знаете, что жалко? Мы ездили на рыбалку. Вот это все мы купили. Так, черви, опарыши, так, кукурузу, удочки. Но ничем из этих не воспользовались. Обратно едем. Вот это жалко. Сейчас мы выезжаем, зарядили до 94%. Думаю, этого хватит доехать до Бишкека. Будем вам показывать нашу езду. Поехали дальше. Тебе может идти дать опарыши вместо меня съездите на выходных на рыбалку? Да? Я просто в Китай завтра улетаю. Көк асманда жамғыр болып төгілгенде бұлттардан қапысынан бөлінгенде қайықсыма толқындардан жалғыз қалған өткім келбей бұл өмірді сені көрбей жомоқтой өтіп өмір қайрылбай жоғалтқан күнің қайра табылбай байлығың бербек барын тұрмышта бақытың биік ұшқан құш тура көк асманда. Вот, короче, по дороге в Туашу заметил то, что машина вот съехала с дороги. Сейчас посмотрим, что как. По следам это было недавно, походу. Видите, следы есть до сих пор.
видите, кровь там стоит даже. Да, жестко. Когда мы ехали, не было, да, этой машины? Никого нету? Долго. Жоқ екен ешкім. Даже вон следы свежие, брат. Следы тут свежие. Біреулер да 34. Не, да, видите, башқалар 34, там кровь даже стоит. Так что, друзья, будьте осторожны на дорогах. Не гоняйтесь. Вот стекло. Нет, там нет никого. Вот кровь. Да. Нет. Сейчас поднимаемся в Тавашу. Нигде не заряжались, 44% на данный момент. Поднимаемся. Я думаю, доедем до Бишкека. С того момента, как с Токтугла выехали, было 93%, сейчас 44%. Как вы знаете, мы проехали в Этмек. Очень большие отрезки подъема. Соответственно, у нас запас хода сейчас на данный момент 44% осталось. Сейчас дальше посмотрим, что будет. Lan taşlardı tek sazını. Было имя. Зимний режим на 8 бар. Сколько не топи, короче, ты не заедешь, не обгонишь. Аварийный съезд. Тормоза отказали. Ну, тут красавчик, знаешь. Ну да. Что там, голова весь, да? Больше считай. Ну, лучше давай, бег надо. Может, это действительно Гетце, ходовка не гадает кенда. Блин, зимний вариант. Зимний вариант алып туруп. Чыкпай калды, күлөгөн жүк болуп. Грязь ложка. А, мы в прошлый раз отсюда уже, да? Жеткен болчу го үйөнөп мен. Не yaptım? Бул жакка чейин, именно 0% чейин бул жак чейин чыктык да. 0%.
Давление показывает. 85. Проколол. Друзья, в общем, при спуске повредили мы колесо, в общем, пробило. Сейчас попробуем залить вот такой жидкостью и поедем дальше уже. 8 литров. Бисмилlah. Вот пенка идет. Вот. Пошло. Сейчас уже. Идет, да? Ну-то есть. Что-то после клея глаза слезятся. Друзья, в общем, мы пробили колесо. Я думал всю дорогу, то что переднее колесо. Вот здесь чел, короче, с шиномонтажки поменял мне колеса. Датчик у меня неправильно показывает. Пробило левое заднее колесо. Датчик показывает левое правое. Все, поехали. Левая, правая. Ой, блин. Левое переднее. Датчик показывает левое переднее. По факту пробило у нас заднее левое. Получается, здесь шиномонтажник поменял колеса, поставил неправильно. Соответственно, у меня датчик здесь показывает неправильно. Все, мы поедем сейчас. Смотрите дальше, что будет. Мы попробовали все методы, но из-за того, что жидкость, чтобы залить, у нас не было. Да, ниппель, который снимает, у нас вот этой фигни нету. Соответственно, мы не смогли залить. И сейчас мы дальше поедем уже вниз. Спускаемся с пробитым колесом, едем. До первой вулканизации у нас около 10 километров. Будем теперь потихоньку ехать. Ну, наверное, уже шины под замену. Все уже. Друзья, вот некому звонить, нету интернета. Пытался позвонить эвакуатор, но их тоже нет. Ну из-за того, что был боковой порез, я решил до конца поехать, уже забить, поменять другое колесо и уже доехать до дома. Otobüste buraya. Bildiğimiz bardayız mı? Tamam, güzel. Ya. Assalomu alaykum. Şef, nipel жоқ bilasizlar-da? Вообще. Надеюсь, колесо не пробьет. Ну, в смысле, вообще жарақсыз болып қалбай деген. Потихоньку, да? Тоқта ол. Hazırlığı ötmedik mi? 2 saatlik oldu. Mına datasını görsen, bir gün ötelep kal. Çok, döngülek çarılıp kaldı, kardeşim. И что, нигде
Нет мест, да, где колеса делают. Дыров тоже там, да? Где теперь колеса будем делать? Наверное, гостиница. А то ли албайлю, то ли. Давай спросим. Dalmış gel takayım. Daniel, sen bak. Portlara bak. Gel, çakal. Ço, niye yok be? Ya alacak da yok değil be. Ya bul çubul. Только малярка у кого, Приехали в Сосновку, здесь нашли вулканизацию. Смотрите, что произошло с колесом, которым мы проехали около 10 километров. В общем, потому что там не было связи, эвакуатор не вызовешь. Соответственно, мы ехали, решили до конца приехать. Эта резина все подлежит к уничтожению. Также вот смотрите, появилась ошибка именно паркинга. Но это, думаю, она уйдет. И у нас осталось 11% заряда. Так, вулканизация закрыта, к сожалению. Будем ждать, когда не откроется. Утром поменяем на другое колесо. Придется поспать. Liverpool'dan keyin mi başladı? Два-три часа мы, в общем, ездили с пробитым колесом. Также видели. И не смогли найти помощь. Но здесь вот откликнулся Байкешка. Он как раз таки нам помог с запасным колесом. И мы сейчас поставили, поедем заряжаться. Дальше уже менять колесо. Спасибо, Марля Маке. Вот. Мужик вообще красавчик. На последнем, короче, как сказать, не было никакой надежды, то, что нам кто-то поможет в такое время. Мы ехали. Мужик просто остановился. То есть сперва объехал, потом приехал, развернулся обратно к нам. Говорит, у меня есть колесо, говорит, может подойдет. И конкретно он нас выручил. Кстати, у нас заряда, конечно, мало осталось, поскольку мы сидели в машине. Одно колесо разбитое, около 60 километров мы проехали. Оказывается, с того момента, как колесо лопнуло, в общем, прошло 60 километров, представляете? И на это все у нас ушло 20 с чем-то процентов. На 8% сейчас собираемся проехать около 40 километров прям к другу, чтобы доехать к нему, зарядиться и поехать уже дальше. Поскольку зарядная станция, где мы были до этого, там сказали, будет только в 10 часов утра работать. Да, наверное, да? В общем, друзья, после того, как мы поменяли вчера ночью колесо, я приехал самый ближайший к моему другу, у него переночевал. Сейчас у нас 9 часов утра, и за этот период он зарядился
от простого заряда на 22%. В принципе, этого достаточно проехать мне 80 километров, либо 100. Этого хватит доехать до Бишкека, в принципе. Confirm that he's inside. Да, у него это. Друзья, в общем, есть в продаже вот такая шина зимняя. Один сезон проехал, в принципе. Можете написать, кому интересно, отправим по 5000 рублей. Приехали в Бишкек. Можете посмотреть, у нас 7% был остаток. Сейчас начали заряжать. Нам, в принципе, зарядимся до 50% и поедем уже в офис. Дальше работать. Работа кипит. Ну, как сказать, в фильмах-то всегда же все нормально, да, идет? У нас в реальной жизни, да, когда вот эти черные коты переходят дорогу, у тебя постоянно где-то что-то случается, да? Обычные нәрселер, и людям вот это интересно около, да, знаете? Поездка, в принципе, супер. Много эмоций, адреналина, напряглись ягодицы, пришлось машину толкать в некоторых местах. Все. Друзья, в общем, когда мы заряжались на авторынке, встретились нашего подписчика. Он сразу узнал, он говорит, я право знаю, вы в Ош ездили и так далее. Мне это было приятно. В общем, тоже ездить на электричке. Ему было интересно. Спасибо за то, что смотрите наш канал. Мы очень рады. Nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby.